Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот основные темы. Ряд значимых объектов и многоквартирных домов ведут в этом году в Намском районе. Журналистам показали, на каком этапе находятся строительные работы. Охота и рыбалка теперь станет доступнее благодаря аэролодкам ленского производства. Они не имеют аналогов в мире, по словам изобретателя. Завершилось благоустройство столичного озера Талая. Сегодня обсудили дальнейшее содержание общественного пространства. В Якутию с рабочим визитом прибыли заместители министра России по делам гражданской обороны Илья Денисов и Виктор Нечипарчук, а также заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Они провели рабочую встречу с главой региона Айсеном Николаевым. По официальным данным, в республике потушен 41 лесной пожар. Среди причин возгорания называют высокую грозовую активность, а также отсутствие осадков. На тушении пожаров занято около 2500 человек, в том числе специалисты авиалесоохраны, специалисты лесопожарных станций Якутии, а также волонтеры и добровольцы. Нарастили группировку по обращению через правительство Российской Федерации, авиации, МЧС России и Министерство обороны, за что им большое спасибо. На данный момент сил и средств достаточно, работа ведется активно. Вечером подведем итоги сегодняшнего дня. Сейчас вылетаем на самолете зондировщика с двумя задачами. Первое – дополнительное вызывание осадков там, где есть ресурсная область над пожарами, которые действуют. И второе – разведка. Те направления облетим, на которые у нас есть сомнения. Жара в европейской части России сохраняется с середины июня. Климатические условия влияют в том числе и на стоимость товаров. Подорожание ждет как минимум две категории продукции, отмечают аналитики. В частности, это мороженое и безалкогольные напитки. Традиционно в летние месяцы спрос на них выше. Зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос. И нарастить объемы производства довольно непросто. Если не было достаточных складских запасов, может оказаться, что продукции уже не хватает на полках. Это провоцирует подорожание, заявляют эксперты. Накануне стартовал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей к новому учебному году. Подать заявление россияне могут через портал Госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда России. При этом ПФР принимает заявление в любой клиентской службе, независимо от места жительства родителей. Как отмечают в Пенсионном фонде, сейчас большинство семей уже получили уведомления с портала Госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Родителям лишь остается проверить актуальность информации, если необходимо внести коррективы и отправить заявление в Пенсионный фонд. Ряд социально значимых объектов и многоквартирных домов ведут в этом году в Намском районе. Возводят их по нацпроектам образования, демография, жилье и городская среда. Один из крупных – это школа на 220 мест с интернатом в селе Хамагата. Строительная готовность составляет 70%. Его сдадут в конце года. Также в этом населенном пункте строится детский сад на 240 ребятишек. Застройщиком является компания «Прогресс». Уже начались работы по благоустройству территории, обустройство детских площадок и внутренние работы. Помимо этого, в районе продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Строят сразу 8 жилых домов. Из них в этом году сдадут 5. Детский сад на 240 мест, да? Он строится по национальной программе. Мы его начали в прошлом году. В этом году должны закончить и передать. Он строится по механизму выкупа. Ага. То есть мы за свои деньги строим и передаем государству. В этом году мы его должны передать в сентябре. Движение транспорта ограничили по старому Покровскому тракту в Якутске. Там проведут работы по замене футляров и устройства слабого грунта, а также демонтаж трубы. Ограничения движения продлятся до 22 июля. Охота и рыбалка теперь станет доступнее благодаря аэролодкам ленского производства. Они не имеют аналогов в мире, по словам их изобретателя Юрия Ильина. Погостив в Якутске, получив оценку со стороны правительства, конструкторы отправились домой, в Ленск. Добрались на водном транспорте собственного производства за 23 часа. Как показало себя в дороге суперсудно и какие планы у производителей, узнала Анна Кожевникова.
Эта аэролодка не имеет аналогов во всем мире. Ее преимущества можно перечислять и перечислять. Но основные из них – безопасность, экономичность, управляемость, скорость. Данная лодка может пробраться в самые труднодоступные места, а также зимой по торосам и снегу. Но самое главное, что данный водный транспорт собирают ленские мастера. Разрезая водную гладь, развивая максимальную скорость до 82 км в час, это при объеме двигателя 1,5 литра. Бороздит просторы Лены новое чудо техники известного ленского предпринимателя Юрия Ильина. Создать такой уникальный транспорт могли только очень целеустремленные и упорные люди в наших-то северных условиях, где нет заводов и фабрик, а транспортная логистика по мировым меркам все еще на уровне годов 70-х прошлого века. В один прекрасный момент мы решили, что тоже чего-то можем. Поэтому проехали по всей стране, посмотрели производителей, кто на что способен. И вот решили свое сделать. То есть везде подобрали ошибки, у кого какие есть. Максимально постарались их устранить. Сложностей возникало немало. Плазменную леску заказывали в Санкт-Петербурге, клеили лодки также в северной столице России. Детали выточены по собственным чертежам, и вся сборка осуществлялась в Ленске. В ней принимали участие 5 человек. На итог получили экземпляр, превосходящий своих предшественников на российском рынке. Во-первых, легкость, то есть вся конструкция вместе с мотором, снаряженная масса 550 килограмм весит. Во-вторых, это маневренность. Маневренность достигается за счет управления штурвалом и рулевыми тягами. Дальше безопасность, то есть по сути в этой лодке внутри встроена еще одна лодка. То есть в случае протыкания одного баллона, это, конечно, чрезвычайный случай, но даже если так произойдет, внутри есть еще один запасной баллон. Мотор стоит ВАЗовский, 21126, доработанный. То есть по сути вся начинка канадская и японская. А также собственное программное обеспечение, проводка надежно изолирована, за безопасность отвечает автоматный блок, как в самолете. Защита Ту-154, то есть магнитные. В случае замыкания нащелкивается, мы уже видим, какая линия, где повреждена. Испытали свое детище сразу в первое лето. Отправились в Якутск для презентации аэролодок правительству в прошлом году. Время в пути составило 21 час по течению и обратно 23. Конструктивно все построено, не на болтиках, не на гаечках. Это, можно сказать, как заводское все сделано. Техника замечательная. На воде себя уверенно чувствуешь. Сегодня многие считают, что цена завышена. Она составляет 1 миллион 800 тысяч рублей за прототипную модель. Но общие затраты обошлись производителю в 10 миллионов. Да и подобный транспорт в других регионах стоит примерно так же. К тому же при массовом производстве цена снизится в 2 раза. Остается ждать, что республиканские власти поддержат проект ленских предпринимателей. И Индигирка 500 прославит Ленск и ее изобретателей далеко за пределами региона. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Завершилось благоустройство столичного озера Талая. Сегодня обсудили дальнейшее содержание озера, его эксплуатацию и социокультурное наполнение. Напоминаем, что работы начались 2 года назад. Полностью обновили мост, построили беговые и пешеходные дорожки вокруг озера. Также появился амфитеатр. Большое внимание акцентировано и на малый и средний бизнес нового формата, который будет располагаться на территории Талого озера. Есть многие сообщества современных предпринимателей, которые хотят вкладываться в подобные проекты. Да? Они, на мой взгляд, все-таки не очевидны. И со стороны понимания, наверное, бизнеса, они авантюрные даже, да, в каких-то местах. И тем не менее они есть, и с ними надо работать. С ними надо работать, их надо поддерживать, их надо очень сильно, мне кажется, даже подпитывать чем-то для того, чтобы они рождали вот какие-то новые прекрасные проекты, в том числе и бизнес-проекты, успешные, да. В Якутском музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского проходит открытие экспозиции «Алекма через прошлое в будущее». Она посвящена столетию образования якутской автономии. Выставка знакомит с историей становления и развития Алекминского района. Сейчас наш корреспондент Валерия Наумова находится в музее. Лера, приветствую. Расскажи о мероприятии подробнее. Здравствуйте, Сергей. Действительно, прямо сейчас с минуты на минуту в музее имени Ярославского начнется торжественное открытие выставки «Алекма из прошлого в будущее». Примечательно то, что музей проводит такие тематические выставки с 2019 года. И вот каждый муниципальный район каждый месяц представляет свои экспонаты. Алекмин стал 14-ми в списке, которые открывают свою экспозицию. Но подробнее про выставку нам сейчас расскажет Альбина Черепанова. Это заместитель председателя Алекминского землячества.
Альбина, здравствуйте. Добрый день. Я рада за наших телезрителей, потому что они имеют возможность участвовать вместе с нами в открытии такой уникальной выставки. Да, мы район, может быть, и 12-й, но уникальный вообще по своей сути. Мало того, что у нас проживают разные народы, коренные народы разные, да, и культура поэтому очень разнообразная. Открывает у нас сегодня выставку Николай Николаевич Харбин, он является главой нашего района, и почетный гость, это министр культуры Куприянов Юрий Степанович, поэтому очень высокого ранга наша выставка. Гостей, несмотря на дождь, очень много, интересно. Выставка, понимаете, будет идти месяц. Я думаю, что это на самом деле мало, потому что студенты, школьники, конечно, приезжают только чуть попозже в сентябре, но я думаю, что мы найдем возможность продлить ее в других, может быть, условиях. И наши горожане приглашаем всех на эту прекрасную выставку. Какие экспонаты? Вот я уже много говорю, что в Японии есть 3 фотографии негатива, они стеклянные. И Япония, вообще весь мир проехал, показывая эти уникальные негативы. А у нас их в Алекме 2300. Это фотограф Ириська, он почти 200 лет назад смог организовать такую мастерскую, фотомастерскую, и горожане с удовольствием там снимались. И сегодня эти фотографии являются уникальными. Почему? Потому что по ним можно определить, какой род, какие люди жили, какой был интерьер, какие были семьи, даже вот какая была мода на тот период, какие были интерьеры и здания. В общем, это уникальный клад. И наша директор музея Ирина Иннокентьевна Никифорова, она просто этим живет. Ну и то, что хотела отметить, у нас при входе вот в наш музей Ярославского стоят экспонаты, баннеры. Называется «Известные люди Алекмы». Вообще Алекма гордится своими людьми. А чем отличаются такие вот баннеры? Там оживающие фотографии. Есть возможность навести сегодня смартфон и легко увидеть. Да, Вера Захарова, летчица уникальная алекминская, она прямо вам рассказывает, как она летала, как она на Рейхстаге написала «Захарова из Алекминска». Или увидите те письма фронтовой любви, которые написал Або Торговкин. Это ценнейшие письма. Они, оригинал, были переданы совсем недавно, спустя почти 75 лет. И они хранятся в музее. Ирина Кикитна, как директор музея, она сделала такую хорошую прямо презентацию их. И очень важно это сегодня здесь, в Якутске, увидеть. Ну, кроме того, у нас алекминское население – это якутское, татарское, русское. Поэтому вся культура у вас будет перед глазами. Благодарю вас, Альбина. Но вот уже как раз и началась торжественная часть. А я хочу напомнить всем, что данная выставка продлится до 16 августа. И все желающие могут прийти в музей Ярославского и посмотреть ее. Сергей. Лера, спасибо. Это была Валерия Наумова с информацией музейной экспозиции, посвященной Алекминскому району. Но к этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.